эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. В районе Якутии, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная, могут направить проверку. Новые муниципальные автобусы поступили в Ленск. Скоро они заступят на школьные маршруты. Сегодня в стране отмечают День жертв репрессий. Наши корреспонденты пообщались с детьми политзаключенных и посетили музей ГУЛАГа в Москве. Развитие добычи и производства, программа переселения и судьба небольших населенных пунктов. Глава Нерюнгринского района ответил на вопросы журналистов и жителей. 30 октября принято говорить слова благодарности своим спортивным наставникам. В День тренера воспитанники, чемпионы и сами руководители рассказали о специфике работы и о том, как работается в условиях ограничений. Последний в России гражданский Ту-154 на днях совершил свой заключительный перелет. Как отправляли на покой легенду отечественного самолетостроения. В районы, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная, могут направить проверку. На особом контроле стоят Мирный, Алдан, Нюрба, Намцы и Жиганск. Об этом заявил глава региона на очередном заседании оперативного штаба. С предложением возобновить меры по контролю прибывающих в регион обратились жители Мирного. Так, большинство заболевших – это те, кто прилетел из других субъектов страны, а также их контактные лица. Глава отметил, что этот метод может быть применен только в отношении тех районов, где много заболевших COVID-19 от числа прибывших из-за пределов региона. За сутки в Якутии выявлено 189 новых случаев COVID-19. Из них в Якутске 105, Жиганский район 12, Аймиконский 7, Ленский, Намский районы по 6, Алданский, Мирнинский и Нюрбинский районы по 5 случаев. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки 2. Лабораториями региона проведено 6122 исследования на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Якутии. Также замруководителя штаба Ольга Балабкина в ходе брифинга отметила, что стала известна сумма средств, выделяемая федеральным центром на борьбу с распространением вируса. В целом республика получит дополнительно 254 миллиона рублей, 217,5 миллионов рублей на ковидные, на коронавирус, на борьбу с коронавирусом и 36,5 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных. Я думаю, что сейчас, вновь в субботу-воскресенье у нас будут работать как финансовые службы, так и службы Министерства здравоохранения республики, финансовое казначейство на местах наших больниц, бухгалтерии, для того, чтобы непосредственно разрешить эту ситуацию. Свыше 600 выездных рейдов на соблюдение санитарных правил провели в Якутии в период с 25 по 29 октября. Органами Роспотребнадзора выдано 84 предостережения и 19 предписаний по устранению замечаний. Составлено 42 акта комиссионного осмотра и 27 протоколов об административном правонарушении. Кроме того, с сотрудниками предприятия организовали 64 профилактические беседы. Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Проведено 515 выездных проверок, из них 428 объектов торговли, 53 объектов общепита, 18 объектов бытовых услуг, 2 развлекательных центров и 14 фитнес-центров. Составлено всего 42 акта комиссионного осмотра, 16 протоколов об административном правонарушении, проведено 64 профилактических беседы. К другим темам. Теперь учащиеся Ленска будут добираться до своих школ и обратно с комфортом и по расписанию. В конце августа перевозчик, выполняющий школьные маршруты, не вышел на новый тендер. И администрация района в срочном порядке принимала решение о выпуске на линию муниципального транспорта. Автобусов не хватало, поэтому приобрели 4 новых ПАЗа. 3 из них за счет администрации Ленского района, 1 за счет муниципального учреждения «Гранит». Стоимость одного авто почти 2,5 миллиона рублей. Приобрели напрямую у производителя в Иркутске. В дороге, как сообщили в «Граните», автобусы показали себя с лучшей стороны. Добрались менее чем за 3 суток. ПАЗы доукомплектованы дополнительными обогревателями и двойными стеклами. По плану их запуск на маршруты произойдет 16 ноября. Они будут курсировать в постоянном режиме с разрывами в час. Вот.
То есть это будет все работать с понедельника по пятницу. Ну, плюс к этому у нас еще остается 2 автобуса в резерве. Это в случае, если один какой-то автобус может выйти с линии. Ну, это же техника, она ломается, поэтому как резервный вариант. Ну и, соответственно, какие-то организованные перевозки, в части перевозки детей на дальние расстояния, допустим. Дети часто ездят на соревнования в различные другие города. Рост активности телефонных мошенников и киберпреступников в интернете наблюдается в России. Количество заблокированных по инициативе Банка России мошеннических телефонных номеров за первое полугодие 2020-го выросло почти в 4 раза относительно того же периода прошлого года и достигло почти 10 тысяч. По данным банка, около 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций и использовали технологии, предметы телефонных номеров. Общий объем операций, совершенных без согласия клиентов, в первом полугодии 2020-го составил примерно 4 миллиарда рублей. Банки вернули клиентам около четверти похищенных средств. Существенный рост киберпреступности наблюдается при покупке товаров и услуг в интернете. Спрос на дистанционные услуги и сервисы из-за коронавируса активизировал деятельность злоумышленников в этом сегменте. Сегодня, 30 октября, отмечается День памяти репрессированных. Вокруг этой темы разворачивается много споров. К примеру, жительница Алдана Зинаида Морозова уверена, искажать прошлое недопустимо. С дочерью репрессированного встретилась Татьяна Вахнина. Зинаида Морозова – учительница русского языка. Почти полвека отдала городской школе. В последние годы ее приглашали работать в села Большой Немныр и Чагда. На пенсию Зинаида Григорьевна вышла 10 лет назад, отметив 80-летие. На заслуженном отдыхе продолжает заниматься литературной деятельностью. Миллионы судеб и одна непридуманная судьба. В книге под таким названием автор Зинаида Морозова рассказала о своем поколении. Я же одна из миллионов. У нас после войны было 9 миллионов сирот. И государство позаботилось так, что все были обустроены, накормлены, одеты, и никто никогда не убегал. Зинаида Морозова в девичестве Богуш родилась в Днепропетровске, дошкольницей переехала с родителями в Забайкальский Сретенск. В ее альбомах нет фотографий родителей, но память хранит лица мамы и папы. И помнится, как забирали отца. Той весной Зина получила от школы путевку в лагерь «Артек». Семейная беседа об успехах дочери стала роковой. Она говорит, что пускай поедет, а он говорит: Аня, будет война. И все. Мы не успели оглянуться. На другой день пришли люди. Все у нас разворочили дома. Все фотографии лежали на полу. У меня даже не осталось фотографий моей родной матери. Отца приговорили к 10 годам, а его семье дали 24 часа на выезд из Сретенска. Мама и дети поселились в Могоче. Когда затрагивается вопрос об истинных виновниках репрессий, Зинаида Григорьевна придерживается единственной точки зрения, сформированной в результате размышлений и изучения как документальных хроник, так и художественной литературы. Я считаю, здесь сыграли большую роль чиновники. Страна-то огромная. Нас было 240 миллионов. Он же не мог везде ездить и свои эти ставить. Спустя несколько лет отца реабилитировали, жизнь почти вошла в прежнюю долагерную колею. Зинаида выросла, вышла замуж. В 57-м супруги приехали в Алдан. Мужа Николая уже нет. У Зинаиды Григорьевны 4 внуков и столько же правнуков. Историей семьи молодежь интересуется, и бабушка часто рассказывает ребятам о прошлом. Татьяна Вахнина, Алдан. Также в канун памятной даты наши коллеги побывали в Музее истории ГУЛАГа в Москве и разузнали подробности гибели представителей якутской элиты. Максим Кардозо продолжит. Временем большого террора историки называют 37-38 годы. По всей стране было арестовано более 1,5 миллиона человек. 700 тысяч из них расстреляны, 800 тысяч высланы в лагеря. Что касается Якутской республики, то у нее был такой особый характер репрессий. Дело в том, что практически ее не затронули вот эти вот массовые операции, но зато очень сильно пострадали руководящие работники. Это прежде всего Максим Амосов, очень известный партийный деятель, который принимал активное участие
становлении советской власти в Якутии. Это Платон Аюнский, который участвовал в становлении советской якутской литературы. Это Николай Варфоломеев, Семен Донской I, Семен Донской II и, в общем, и другие. Все они были приговорены в высшей мере наказания. В годы сталинской власти военная коллегия стала инструментом политических репрессий. Расстрельные списки составлялись НКВД на местах, а затем направлялись в Москву. Обнаружено 383 списка, куда вошли имена более 44 тысяч человек. И многие из них захоронены в спецполигоне НКВД «Коммунарка». В период Большого Красного террора через ГУЛАГ прошли 20 миллионов человек. Каждый 10-й остался в лагере навечно. История ГУЛАГа и исправительно-трудовых лагерей на территории Якутской ССР непосредственно связана с историей деятельности государственного треста «Дальстрой». Этот трест был основан в соответствии с постановлением СНК о Колыме, целью которой было освоение территории северо-востока страны, которая была богата полезными ископаемыми. И вот территория Якутии, она включилась в деятельность «Дальстроя», и там были созданы множественные лагерные отделения, лагерные пункты, которые подчинялись Севостлагу и на которых, где жили и работали заключенные. Смерть вождя всех народов в 1953 году остановила массовые репрессии по политическим мотивам. Начался процесс реабилитации жертв сталинского террора. По данным Генеральной прокуратуры, реабилитированы почти 800 тысяч человек и пересмотрен 1 миллион уголовных дел. По сей день в архивах МВД и ФСБ продолжаются поиски документов, чтобы осмыслить прошлое и сохранить историческую память. Туяра Константинова, Джуш Березкин, Москва. Сейчас короткая пауза. Продолжим через минуту и смотрите далее. Развитие добычи и производства, программа переселения и судьба небольших населенных пунктов. Глава Нерюнгринского района ответил на вопросы журналистов и жителей. 30 октября принято говорить слова благодарности своим спортивным наставникам. В день тренера воспитанники, чемпионы и сами руководители рассказали о специфике работы и о том, как работается в условиях ограничений. Последний в России гражданский Ту-154 на днях совершил свой заключительный перелет, как отправляли на покой легенду отечественного самолетостроения. Это итоги дня. Продолжаем программу. Якутия получит дополнительное финансирование на строительство школ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации перераспределит субсидии для помощи в создании более чем 3,5 тысяч новых мест в 5 регионах страны. Это Якутия, Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области. Мишустин напомнил, что в бюджете на этот и следующие 2 года на создание новых мест в российских школах предусмотрено около 75 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до 3 лет. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября. Со 2 числа месяца вновь начала работать норма, согласно которой для начисления выплаты нужно подавать заявление. Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Какие научные исследования экологического состояния Вилюйской группы районов Якутии проводятся при финансовой поддержке Алроса? Что показал первый этап работы и когда ожидать основных результатов? Телеканалу «Якутия-24» рассказала главный эколог компании Полина Анисимова. Передачу «Актуальное интервью» смотрите на телеканале в субботу, 31 октября в 11:45. В декабре 2021 года мы ожидаем итоговые отчеты финальные по каждой из 3 тем. Эти отчеты точно так же будут представлены комиссионно на рассмотрение, на согласование. И результаты этих отчетов будут, конечно, являться основой для принятия дальнейших управленческих решений как раз по развитию эколого-медицинского благополучия, то есть непосредственно Республики Саха-Якутия и людей, проживающих на этих территориях.
Компания «Колмар» приступила к строительству второй очереди шахты Инаглинской и обогатительной фабрики Инаглинская-2. Получены положительные заключения экологической экспертизы и главной государственной экспертизы на проектную документацию, а также разрешение на строительство второй очереди шахты и фабрики. Реализация проектов позволит вывести объекты ГОК Инаглинский уже к 2023 году на производственную мощность 12 миллионов тонн по добыче и переработке угля в год. В канун 45-летнего юбилея Нерюнгринского района глава Виктор Станиловский провел пресс-конференцию. Впервые на нее пригласили не только журналистов печатных изданий местного телевидения, но и блогеров основных пабликов нерюнгринского сегмента Инстаграма. Тамара Игнатьева с подробностями. Началась пресс-конференция с исторического экскурса. История Нерюнгринского района тесно связана с промышленным освоением Южной Якутии, строительством Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Сегодня Нерюнгринский район – один из основных промышленных районов Якутии с огромным ресурсным потенциалом. Виктор Николаевич отметил, что перспективы развития Нерюнгринского района связаны с территорией опережающего социально-экономического развития Южная Якутия и реализацией ряда крупных инвестиционных проектов. Ответственность местных властей и руководства республики нам позволило очень многие вопросы решить. Когда промышленное производство начинает набирать обороты, это очень хорошо. И мы в своей работе тоже руководствовались тем, что нам нужно очень серьезно вкладывать деньги и нашу социальную сферу Нерюнгринского района поднимать на должный высокий уровень. Виктор Станиловский также отметил, что в этом году наблюдается миграционный приток в Нерюнгринский район. Более 1500 человек приехали из ближнего зарубежья, Дальнего Востока и Сибири. Журналисты задавали вопросы, волнующие многих нерюнгринцев. Это дальнейшее развитие здравоохранения, начало газификации села Енгра и поселка Чульман, ход работы по реконструкции аэропорта, вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. У нас по второму этапу переселения из ветхого аварийного жилья 83,5 тысячи квадратных метров по району мы должны переселить. Это 3,5 тысячи человек, живущих в ветхом аварийном жилье. Основная масса аварийного жилья будет в Чульмане и в городе Нерюнгри. Мы должны снести все постройки деревянного типа, которые признаны ветхими аварийными. И очень отрадно то, что мы в Енгру тоже внесли в программу переселения. И в Енгре на будущий год уже будет выстроено 3 дома. Благодаря организации прямой трансляции пресс-конференции в социальных сетях вопросы главе района смогли задать не только лично присутствующие журналисты, но и жители района. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. День тренера сегодня отмечается в России. Хоть и дата не утверждена на официальном уровне, праздник в честь спортивных наставников активно отмечается в нашей стране вот уже на протяжении 20 лет. 30 октября принято поздравлять всех тренеров, в том числе и детских наставников, работающих в спортивных учреждениях. Об их буднях и специфике работы во время ограничительных мер знает Виктория Федорова. Иван Павлов – старший тренер сборной команды республики по шашкам. Он с ранних лет проявлял интерес к этому интеллектуальному виду спорта. Сражался в шашечных баталиях с родителями, соседскими ребятишками. А после окончания школы, будучи студентом, упорно начал заниматься. И в 2012 году стал инструктором в республиканском шахматно-шашечном центре, исполнив тем самым давнюю мечту детства. Но, к сожалению, у нас в деревне в Бугуньяхтахе не было тренера по шашкам, кружка по шашкам, поэтому занимался дома с родителями, с соседями, играл. И проводились соревнования внутри села. В 2014 году был назначен старшим тренером сборной Якутии. Сегодня у Ивана Павлова занимаются 35 детей. Я начинаю обычно с 6-7 лет тренировать, а так по шашкам в основном стараются с 4-5 лет тренировать, потому что, как выяснили ученые, формирование у детей такого свойства, как думать в уме, формируется именно с 4 лет. В связи с ограничительными мерами в настоящее время все занятия проводятся дистанционно. Онлайн-тренировки проходят на платформах Zoom и Skype. Есть также игровые сайты, где наставники ежедневно проводят матчи и турниры. Во время пандемии коронавируса я тренируюсь на платформе Zoom, а в свободное время решаю различные задачки, играя онлайн в Гамблере.
И все это для того, чтобы дети не теряли интерес к любимому занятию, ведь их победы – это лучшая награда для тренера. В 2016 году Апрасимова Сандара установила уникальный рекорд. Она завоевала 18 медалей в личных официальных первенствах России, Европы и мира. Да? Такого пока во всем мире нигде нету. И вот в 2017 году Федорова Тунара, будучи в 7 классе, стала чемпионкой России среди женщин по стоклеточным шашкам. Но все же главная задача любого наставника – это не только достижение его детей, но и воспитание всесторонне развитых, образованных людей. Даже если когда детей нет, в голове все время думаешь о них, как сделать так, чтобы тренировка была более успешной, да, на каких соревнованиях участвовать и так далее. Вот так каждый день все время думаешь. Как говорится, разнообразен набор умений и человеческих качеств, которыми необходимо владеть тренеру. Но важнее всего – это любовь к детям. Сегодня я хочу поздравить всех тренеров с праздником, а также своего тренера по шашкам Ивана Олеговича. Спасибо вам огромное за терпение, труд и мастерство. Хоть и игровые залы шашечного центра пустуют, и сегодня дети не могут встретиться и поздравить своего наставника, но душу греют их теплые сообщения и слова поздравления в телефоне. Ведь лучший подарок для каждого тренера – это благодарность его воспитанников. Виктория Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Более 10 аэропортовых комплексов реконструируют в Якутии. В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года обновят 16 объектов. Это комплексы в Якутске, Алекминске, Нюрбе, Мирном, Черском, Жиганске, Хандаге, Белой горе, Верхневилюйске, Вилюйске, Депутатском, Сангаре и Нерюнгре. На период с 2022 по 2024 годы также намерены провести реконструкцию аэропортов Уснера, Полярный и Маган. На вокзале не имеется авиакарты. Последний в России гражданский Ту-154 на днях совершил свой заключительный перелет. Судно, принадлежащее авиакомпании «Алроса», выполнило 2-часовой рейс из Мирного в аэропорт Толмачево, Новосибирск, куда доставило 140 пассажиров. Обо всем и по порядку. Руслан Топкугал. Убираем механизацию, убираем закрылки 36 градусов. Последние приготовления перед вылетом. Авиатехники спешат проверить все системы, стюардессы подготовить салон. Вроде бы все как всегда. Только вот большинство пассажиров еще не подозревают, что через минуту в небо их отправит ни много ни мало легенда. Из аэропорта Мирного на заслуженный отдых отправляется последний Ту-154. Таких в гражданской авиации страны больше не осталось. И все же несколько авиаэнтузиастов даже специально приехали в Мирный, чтобы попасть на рейс, который войдет в историю. Я узнал о том, что будет этот рейс буквально пару дней назад. Я в тот же самый день купил билет. Я из Петербурга поехал в аэропорт. Ну как, вообще один из ярких интересных самолетов в нашей истории, считаю. И один из самых красивых вообще. Вот, и поэтому, конечно, интересно на нем слетать. Вот я специально выбрала места еще во второй половине, чтобы посмотреть, там, как механизация работает. Авиатехники говорят, каждый экземпляр Ту-154 устроен одинаково, вплоть до винтика. И добавляют, но у каждой машины своя душа. Вот эта данная машина 85757 моя является самой любимой машиной. Она нигде не подвела. Ну, в плане чартерных рейсов выполняли международные полеты, в том числе вот Маврикий, Кипр, Бельгия. Нигде машина не подвела, поэтому она самая любимая у меня есть. И вот Ту-154 навсегда покидает полосу родного аэродрома, прощаясь с ним своим фирменным звуком двигателей, который не спутаешь ни с каким другим. Свой первый рейс самолет такого типа совершил 48 лет назад, став самым массовым пассажирским реактивным авиалайнером СССР. 154-й по сравнению с тем же 134-м был тише, почти в 2 раза вместительней и надежнее. Созданный дальнемагистральным, он стал выполнять рейсы за рубеж. Даже его шасси специально спроектировали так, чтобы самолет смог разворачиваться на самых узких заграничных ВПП. Командир судна Александр Лешкевич говорит, списывают машину рано, мол, полетал бы на ней еще. Серьезный самолет. Очень жаль, конечно, что он уходит.
свое он не доработал. Ну, в принципе, все, и те, которые порубили уже давно и убрали, они все не доработали свое. Ресурсы у них еще не мерены. Коллеги его поддерживают. На такой самолет можно положиться. Не раз выручал экипаж в небе. Были отказы двигателя, каких-то систем. Ну, здесь очень большой резерв, запас, поэтому всегда полеты заканчиваются благополучно, безопасно. Ну, спасибо конструкторам, предусмотрели очень многое. И действительно машина получилась очень хорошая, комфортабельная. А вот современному поколению пассажиров, похоже, не так грустно. Говорят, сейчас главное комфорт. Наверное, мне все-таки удобно Boeing. Но в плане сейчас уже современно, что там зарядное устройство есть, какие-то побольше места. Хотя сейчас я удивлена, очень достаточно места. Билеты сохраните на память? Они электронные, а посадочные сдаешь. С ними не согласны бортпроводники. Ирина Васева на этом лайнере в небе уже 14 лет. Говорит, привыкли к нему как к своему дому. Ту-154, он как такой большой дом, в нем очень комфортно. То есть здесь мы всегда собирались со всей бригадой на кухне. Немного грустно на душе, конечно. Мы все очень самолет этот любим, поэтому нам немножечко грустно. 3 часа в пути пролетели незаметно. Аэропорт Новосибирска встретил самолет мокрым снегом с дождем. Пилоты говорят, добрый знак. Именно эта пушка теперь, скорее всего, навсегда останется здесь, в аэропорту Толмачева, Новосибирска. Ее коллеги еще послужат. Сейчас они состоят на вооружении военных России, Китая и Казахстана. Поэтому говорить о том, что эпоха Ту-154 завершилась совсем, наверное, пока преждевременно. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Это были главные события пятницы. Наш телеканал продолжит за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. Хороших выходных.